Где-то 9, наверное, буду в гостях. Трасса Якутск-Магадан. Начало. В Магадан еду. Планы поменялись. Ну, нормально. Ветер северный. Не такой уж большой. Сейчас поверну в сторону Тюмени, там еще поменьше станет. Отстаю от планов, там на пароме задержался и всех привел замок, искал, забыл взять. Придется на кафешках рисковать и оставлять на улице. Что делаешь? Но снег хорошо. Вот они теперь глубокие солнце. Нормально еще такой снег идет хлопьями. Атмосферно. Снега нет. Все сухо, отлично. Камера где-то будет почти не видно на камере. Снег вообще четкий. Видимо, что отжается. Просто посмотрите на снег. На Чили. Сегодня снег. Первая пятиминутка. Вот старая кафешка Соло. Я с рюкзаком, поэтому через каждый час надо останавливаться, на сидушку давиться. Тут, по идее, река должна проходить Соло. Там поснимаю, где этот ночевал Едунов. Ну вот такая речка и мост такой. Под мостом, что ли, ночевал, я не помню. Ну, ссылку тут поставлю. Приехал в Тенгелю. Вот она. Это только малая часть. Там еще больше. Почти как Аллах должен быть размером. Подвес, который хочет стать шоссером. Вместе с остановками почти 2,5 часа получилось. Перегнул полку. Средняя 25, что ли. Да, где-то так получилось. Асфальт закончился. Нашел такой гравий. Вот Тенгелю с другой стороны. Видно, не видно. 6-7 километров, что ли, до одного края. А там еще другая деревня. Там или дорога вообще отличная. Я нашел идеальное время. В остальное время тут гравий, песок, там пыль.
даже пыли почти нету. Собака бежит. Вот с поворота Вердинского вышли. За машиной бежит. Там видно, да? Белая собака. Вот, встал. Ой, не записал. Вот, школу строят. Вот так. Подробный ордер. С двух сторон. Вот впереди старая. Вот так. И так все. Есть новое. Дорожники перекрыли, что ли? Неизвестно. Кат на кат. Считай, что асфальт. Едешь. Главное, не потеешь. Воды тоже мало. Почти не пьет. Считай, что уже дома. Отсюда 65 километров. Первый населенный пункт в Шалданском районе. Ну, с дороги его почти не видно. Слева дома. И вот справа. Там будет тоже проехать. Я не буду. Берега посмотрю. По заправке. Там наш стоит. Когда доехал до этого места, я помню этот поворот. Я тут пешком шел. Тут этот снимок прикреплю справа. Покажу, какая была вот эта дорога. Шаг вот идеально ровный. 105 это от моей района, уже не районный центр. Такие живописные места. Тут раз есть. Решил все-таки доехать сегодня до конца. Где-то, я не знаю, 7 плюс-минус, наверное, года. Фонари есть, запаховая банка, сзади говорит, есть. Можно ехать как раз. Вот он, кстати, на лету, это для тебя. Я пожалел, что у меня нету зеркал. На вот такой узкой дороге зеркала нужны. Что-то не подумал. А на асфальте почти по обочине ехал. А мне нужно было. Вот, когда по встречке вот едут, видишь, и скакиваешь, ну, берешь правее. А сзади из-за шума вот этих покрышек и переключателя не всегда слышно. Вот этот участок, что ли, недавно
был на фотках неделю назад, когда это плюсовые температуры были. Тут тоже справа перекрыто. Фотку покажу. Сейчас вообще четко. Вот первый грузовик большой, который обогнал. Их тут почти нету, не ездят. Село Арлах. А когда я ездил тут в последний раз, 7 часов что ли было, или 8, жарко было, вообще умирал. Из последних сил ехал. Летом в начале июля уже жарило в 8 утра. Еще там сидел, полчаса там сидел, отдыхал. Везде работяги ремонтируют дороги. Вот, на разбилке Кубусавского наследия. Я сходил, поговорил с ними. Там, короче, с парагонцев на фермере привезли товары. Их там даже УАЗик не проедет. Поэтому на Беларуси приехали, забрали вещи и обратно. А вот фермер вот тоже недавно уехал. Так, покушал беляш. Сейчас попью и дальше. Любопытный какой. Трубопровод в мире. Вот прямо с реки Лена и идет до Ласа Мире. Вот обеспечивает водой питьевой. Там целое озеро есть. Искусственное озеро. Вот темнеет. Горит Крушилов, говорит Крушилов. 20 километров осталось. Ну, чуть больше может. Так, машина догонит. Потемнело. Пока еду нормально. Сейчас, вот начинается спуск в этот Лас Мире. Выключаю. Тут надпись, оказывается, сделали. Первый раз вижу. Остановился, чтобы посмотреть там сообщение от короля фитбайков. По идее должен быть. Парагонцы. Это в этом году достроили вторую школу. Вот. Я сам вышел из другой, посмотрел свою школу. Там еще восточный. Вторая школа. По центральной улице еду. Пешком тут ходил, качался 1,5 километра каждый день. В центре вот новый спортивный зал.
Тут Дом культуры, это центр. Так, дальше идет администрация района. Потом первая школа. И тут есть сквер. Сейчас, короче, гоняю в этот новый стадион. И через кафешку дальше поеду. Ориентировочно где-то через 3 часа наверное, приеду. Тут знаменитые Сашмин Колданского района. Сейчас покажу, там интересный человек. Вчера хотел, по идее, у него старый памятник еще есть, где он родился. Через Салават хотел приехать на так. И из-за короткого светового дня не стал заезжать. Ну, просто где-то 5-6 километров, Bugün ol çipçalga u yer sulusun Çuluda her bir nerele bet kara sürek Yetten üyege en adın attanı uğran kaysakadı sargılı Çuluda her bir nerele bet kara sürek А, вот он стоит. Это же для избранной ПТ. Борис Маркович. Üstaha üskebit sahabıt kıraya Süsomuk tölbelek olur doyduda Gürennek ülennen bargara sayının En adın neyelek oğlu kod istekin В Гугле посчитал, что сегодня нету. Во время самолета хотел посмотреть, как ездили в то время. Слева таблица выведет. Смотрите. Надо ехать. Достичь таких результатов. Ладно, сейчас кафешку и домой. Вот такой новый стадион. Там Ал-Лукма стоит. В наше время тут стоял вот старый стадион с деревянными трибунами. По встречке гоняет парень. Перед зданием гаишников. Сейчас догоним. Я выезжаю в сторону Сотинской трассы.
Ну, дорога более-менее похуже, чем вчера. Ну, пойдет сейчас. Разогреюсь и буду топить дальше. Вот такой кадр обязательно должен быть. Потому что я самое дальнее расстояние там в 17 году тут проезжал по Сотнинской трассе. В субботу приехал 125 километров из Якутска. И на следующий день обратно тоже по песку там. Это было вообще жесть. Поэтому этот кардиган для меня как это разминка. Вон там видно село. Райцентр. Подъезжаю в Мостах. Это старое заброшенное здание ГАИ. Сейчас не работает. Ну, давно не работает. У меня тут направо. И отсюда где-то даже не знаю, 50 километров что ли. Плюс-минус. Ага, вот и ледяные участки пошли. Буду аккуратно. Не везде песок, оказывается. Ну ладно. Это где-то середина дороги. 25, 30 где-то проехал. Ну 25. Еще через 9-8 километров в Кептяне доеду. Вот эти песчаные участки не дают сильно разогнаться, там замаскированные ледяные участки. От лужи были глубокие, они и замерзли. Поэтому там средняя скорость, ну, не знаю, 15, ну где-то так, километров в час. Кептяне. Я помню, это сгоревший лес, там 20 лет назад, что ли, был пожар. До сих пор не восстановился. Вот этот песчаный участок 5 километров. Я в тот раз полностью пешком прошел. Вообще невозможно было ехать без колеи, поэтому сейчас через пару километров до границы, там остановку сделаю. Предпоследний отдых. Пятиминутка. Вот она, граница. Отсюда 20 километров. Тут скамейки есть, столик, мусорный бачок. Сейчас попью пепси и поеду дальше. Там следующая остановка. Так, если 20-й километр, вот через 9 километров будет ледник, там остановлюсь. Там тоже есть стелла и вот такая надпись местности.
Опять накат появился. Ладно, шучу. Спуск. Мини-спуск. Небольшой градиент есть. Вон то место, про которое говорил. Там ледники. Летом приезжают. Тут такая стелла есть. Ну, вот и все. Приехал. 3,5 часа получилось. Так, итого в пути там, если из Якутска посчитать, 10,5 вышло. А в прошлый раз, когда последний раз сюда ездил, 19 с чем-то было. В 2016 году обновили арку. Там край не видно. Там больше сейчас на той стороне. 9 километров, что ли, до того края. 8. Вот и сам населенный пункт. Как раз к заходу солнца успел. Все по плану.